Потому что сейчас мы обрежем. Так, камера видит. Все видно, да? Лучше стоять вот здесь. Вас не видно сейчас. Есть у нас несколько школ-участников нашего проекта 2018 года. Есть представители управления образования. Кроме того, к нам подключаются коллеги из других муниципалитетов. И сегодня мы с вами поговорим о том, как в нашей республике реализовывался проект по повышению качества образования. Запустим презентацию. И также в работе нашей площадки заочно принимают участие представители школ-лидеров, которые представят свой опыт взаимодействия в школьных командах. Итак, запустилась наша презентация. Итак, повышение качества образования, проекты «Эффективная школа» и адресная методическая поддержка школ в достижении предметных результатов по учебным предметам. Мы с вами знаем, что национальный проект в сфере образования преследует такие амбициозные цели: обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, обеспечить вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, воспитать гармонично развитые социально ответственные личности на основе духовно-нравственных ценностей. Что же включает в себя понятие качества общего образования? Еще раз повторю цель. В 2024 году мы должны обеспечить вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вот та задача, которую обозначил президент Владимир Владимирович Путин в своем майском указе номер 204. Качество общего образования обеспечивается лидирующими позициями в международном исследовании математического и естественно-научного образования ТИМС и повышением позиций в международной программе по оценке образовательных достижений по естественно-научной грамотности ПИСА. В Республике Коми также будут эти международные исследования проводиться и в 2019-2020 году. Сегодня население Республики Коми составляет более 850 тысяч человек, 6 городских округов, 14 муниципальных районов. И в Республике Коми действует региональная модель педагогического образования. Кадровый состав отрасли образования представлен на диаграммах. Здесь мы видим, что сотрудники дошкольных образовательных организаций, имеющих высшее образование, составляют 37% от всего количества педагогических работников. Среднее профессиональное образование имеет 61,4%. В общеобразовательных организациях, конечно же, процент сотрудников, имеющих высшее образование, он значительно выше, 81%, и 18% имеет среднее профессиональное образование. Распределение по квалификационным категориям. В дошкольных образовательных организациях высшую категорию имеет 21,8% педагогических работников, первую категорию 33,6% и 44,6% педагогических работников не имеют категории. В общеобразовательных организациях ситуация несколько лучше. И здесь мы видим также на данной диаграмме распределение педагогических работников по возрасту.
Конечно, эта диаграмма нас несколько настораживает. Только 15,5% педагогических работников в возрасте до 30 лет. Большинство педагогических работников, 63,5% в возрасте от 30 до 55 лет. Ну, сегодня, да, в связи с новыми пенсионными реформами, можно считать, что это тоже еще молодые работники. И более 55 лет педагогические работники составляют 21% в наших образовательных организациях по республике в целом. Сегодня в Республике Коми разработана и успешно функционирует программа развития республиканской системы качества образования. В течение последних нескольких лет была получена федеральная субсидия на реализацию мероприятий развития национальной и региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. А также вот уже третий раз республика выиграла федеральную субсидию, получила на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения, в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в рамках государственной программы Российской Федерации развития образования. А также была выделена субсидия с федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятия модернизации технологий содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным стандартом посредством разработки концепции модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. Все те оценочные процедуры, которые проходят в наших школах, внешние оценочные процедуры, это всероссийские проверочные работы, национальное исследование качества образования и государственная итоговая аттестация, итоговое сочинение изложения и единый государственный экзамен, дают нам определенную статистику и вызывают определенные управленческие действия. В том числе это разработка адресных программ поддержки школ, это повышение квалификации педагогов, это совершенствование методической работы. Да, вот эти направления реализует Коми Республиканский институт развития образования. Сегодня в республике развивается единая система оценки качества образования. Здесь несколько слайдов представлены из презентации Натальи Алексеевны Михальченковой, которую она представляла на коллегии в рамках форума, который проходил в октябре. И здесь представлены вот те самые мероприятия, которые позволяют нам осуществлять оценку качества образования в нашей республике. Сегодня оценка качества образования развивается на всех уровнях образования. И на уровне дошкольного образования, общего образования, среднего профессионального образования. Это единая система оценки качества образования, которая реализована в республиканской системе оценки качества образования. Здесь мы видим, да, вот те оценочные процедуры, о которых мы говорили, международные исследования, национальные исследования качества дошкольного образования и программы дополнительного профессионального образования, которые нам помогают включить педагогов в более активную деятельность по реализации этой системы оценки качества образования. Несколько слайдов, которые демонстрируют результаты, достигнутые нашими обучающимися. Всероссийские проверочные работы, да, участие обозначено на данной диаграмме. В 2017-2018 годах уже все обучающиеся 4, 5, 6, 10, 11 классов принимали участие во всероссийских проверочных работах. И далее внизу представлена диаграмма по количеству человека работы, количеству человек, участвующих в исследованиях. На данных диаграммах мы видим сравнительные результаты. По русскому языку определенный рост наблюдается, да, от 4 класса в 2016 году 2,8% и 16,88% рост идет к 6 классу. По математике также мы видим диаграммы определенные, которые свидетельствуют нам о результатах всероссийских проверочных работ. Мы видим, что идет определенное снижение от 4 класса к 6 классу положительных результатов и, к сожалению, отмечается рост оценок 3 балла и 2 балла. Результаты проведения ОГЭ в Республике Коми в 2018 году также нам показывают, что есть определенная динамика. Ну, здесь мы видим, что снижается количество ребят, которые не получили аттестаты.
И мы видим, что была изменена шкала баллов. На следующем слайде представлена доля высокобальников. Видим определенное снижение доли высокобальников по отношению к 2017-2016 году. И, к сожалению, растет количество выпускников, не набравших минимальное количество баллов по обязательным предметам с учетом сентября. Небольшое количество, да, на один человек динамика, но тем не менее отрицательная динамика, это тоже не есть хорошо. Доля выпускников, не получивших аттестат, в 2018 году выше, чем в 2017, но ниже, чем в 2016 году. В Республике Коми разработана система мероприятий по повышению качества образования, в том числе и создание республиканских методических объединений, сетевое взаимодействие школ с разным уровнем качества и результатов обучения, система консультационной поддержки управленческих и педагогических кадров образовательных организаций. И также многое было реализовано в рамках проекта «Эффективная школа». Данные о качестве образования, которые мы можем получить, дают нам представление об уровне подготовки обучающихся. Это, конечно, прежде всего результаты государственной итоговой аттестации, результаты всероссийских проверочных работ, международных исследований качества образования. Данные о профессиональных дефицитах педагогов, которые мы можем получить в результате анкетирования педагогов, результатов предметной оценки учителей, и затруднений, которые выделяются в процессе работы экспертной группы по аттестации. И также мы можем получить данные о корпоративных профессиональных дефицитах педагогов. По поручению главы Республики Коми Сергея Анатольевича Гапликова были проанализированы результаты международных и национальных исследований качества образования, всероссийских проверочных работ, а также государственной итоговой аттестации в 9-11 классах за последние 3 года. Эти результаты были обобщены в статистико-информационных материалах, представленных Республиканским центром оценки качества образования. И также мы провели анализ результатов выполнения отдельных заданий и групп заданий по всем учебным предметам, выделили типичные ошибки, выделили типичные затруднения и те умения, которые у ребят еще недостаточно сформированы. В каждой образовательной организации мы вычленили долю участников, которые получили неудовлетворительный результат, долю участников, не достигших минимального балла, долю участников, получивших оценки 3 и долю участников, получивших оценки 4 и 5. В итоге нами был сформирован перечень школ с низкими результатами обучения. Именно эти школы стали участниками проекта «Эффективная школа». Основными задачами работы с этими школами является устранение профессиональных дефицитов учителей и совершенствование профессиональной педагогической компетенции педагогических работников. То есть вот та самая адресная методическая поддержка, которую Институт развития образования осуществляет участникам проекта «Эффективная школа». Целевые стратегии проекта «Эффективная школа» заключаются в следующем. Во-первых, это мониторинг, диагностика и контекстный анализ результатов оценки качества образования. Во-вторых, это повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров. В-третьих, это создание системы адресной методической поддержки школ с низкими результатами обучения, школ, которые функционируют в сложных социальных условиях. И четвертая целевая стратегия – это совершенствование системы государственного общественного управления в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в сложных социальных условиях. На данном слайде представлены основные задачи муниципальных школьных программ перевода школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования, школ с разным уровнем качества результатов обучения и совершенствование государственного общественного управления в школах. На данной схеме представлены участники проекта. Эта схема будет реализована также и в 2019 году. В качестве оператора проекта выступает Институт развития образования. Он координирует реализацию республиканской программы перевода школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим функционирования, и также осуществляет консалтинговое сопровождение проекта. Межмуниципальные сетевые сообщества «Школьные команды» разрабатывают и реализуют муниципальные школьные программы перевода школ в эффективный режим функционирования. Управление образования муниципальных образований участвует в разработке и реализации муниципальных программ перевода школ в эффективный режим функционирования и осуществляет консалтинговое сопровождение школ участников проекта. И в каждой школьной команде, в каждом межмуниципальном сетевом сообществе выделяется школа-лидер и школы-участники проекта. А совместно они разрабатывают и реализуют школьные программы перевода школ в эффективный режим функционирования. Вот подобную схему взаимодействия мы планируем оставить и в 2019 году.
И хотели бы предложить школам, которые выступали в качестве школ-лидеров в 2018 году, продолжить эту работу и в 2019 году. И хотели бы получить отклик от школ-лидеров на это предложение, согласны или не согласны. Также мы проанализировали результаты ОГЭ, ЕГЭ за 2018 год и в каждом муниципалитете выделили несколько школ, у которых на сегодняшний день пока еще низкие результаты наблюдаются, да, то есть результаты, которые ниже средних по республике Коми. Мы направим буквально в ближайшие дни письмо в каждый муниципалитет, в каждое управление образования с этим списком школ, с тем, чтобы коллеги на местах определились, кто же из этих школ будет в этом году участником проекта. Одну-две школы в каждом муниципалитете нам нужно будет в этот проект обязательно включить, да, потому что это одно из требований в соглашении прописано. 100% муниципальных систем образования должны в этом проекте принять участие. Этапы проекта, которые были реализованы в 2018 году. На первом этапе мы исследовали образовательные результаты и социальные условия работы школы. На втором этапе шло погружение в проект, проведена была неделя коучинга для всех участников проекта. На третьем этапе разрабатывались муниципальные школьные программы перевода школ в эффективный режим функционирования. На четвертом этапе осуществлялось адресное повышение квалификации участников проекта. Пятый этап представлял собой международный этап для участников проекта «Точки роста». Хочу сразу сказать, что международный семинар в этом году тоже у нас состоится обязательно в мае либо в июне. Да? Поэтому, пожалуйста, коллеги, готовьтесь, приезжайте, участвуйте. На шестом этапе реализации муниципальных и школьных программ перевода школ в эффективный режим функционирования. Седьмой этап – это презентация опыта. Грантовый конкурс для межмуниципальных сообществ в 2018 году провели. Все школьные команды в этом конкурсе приняли самое активное участие. И в этом году мы также подобный конкурс будем запускать. И восьмой этап – это подведение итогов реализации мероприятий проекта, межрегиональный семинар и научно-практическая онлайн-конференция. Хочу напомнить, что для того, чтобы эффективно осуществлять взаимодействие между школьными командами и внутри школьных команд, была разработана платформа «Мобильный метод». Мы предполагаем подключить и некоторые наши другие проекты, которые институт реализует. Международный методический семинар «Эффективный учитель для эффективной школы». Многие коллеги из вас принимали участие в этом семинаре. Здесь представлены только основные такие ключевые знаковые события этого семинара. Также нами разработан сервис диагностики профессиональных дефицитов педагогов, который позволяет выявить предметную компетентность, методическую компетентность, психолого-педагогическую компетентность и коммуникативную компетентность. В данный момент этот сервис существенно доработан и представлен также не только на портале distantkriro.ru, но также на портале «Единая система дистанционного обучения Республики Коми». Мы отработали эти диагностические материалы в рамках реализации проекта по открытому электронному обучению учителей русского языка, учителей, ведущих предметы на русском языке в российских и иностранных школах. Наверняка кто-то из вас тоже в этих наших мероприятиях участвовал. И в ходе диагностики выявляются следующие профессиональные затруднения педагогов. Это неготовность вносить коррективы в свою педагогическую деятельность с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов, внедрять новые подходы к организации образовательной деятельности. Для некоторых педагогов характерен низкий уровень компетентности в области использования ИКТ, недостаточная компетентность в области психолого-педагогических особенностей развития современных школьников, пассивность самообразования и трансляция своего педагогического опыта, отсутствие профессиональной педагогической рефлексии в целях определения проблемного поля и дальнейшего преобразования своей профессиональной деятельности. Но для того, чтобы с этими профессиональными затруднениями справиться, чтобы их преодолеть, мы разработали программу повышения квалификации. Некоторые из них были реализованы в рамках летней дистанционной школы. Это были и открытые курсы, и курсы, которые мы разработали специально для участников проекта «Эффективная школа». И также на портале «Мобильный методист» выложены методические материалы, разработанные нашими специалистами. В октябре прошла Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция, в которой приняли участие 11 регионов Российской Федерации и также партнеры из США, те, которые на международный семинар к нам приезжали. Более 100 подключений было зафиксировано, прозвучало 17 докладов. Мы обсудили аспекты управления проектом «Эффективная школа», управления изменениями, модели поддержки школ, эффективной практики повышения качества образования, ресурсы поддержки и развития систем, и поддержку учителя в цифровой среде.
Также очень хотелось бы напомнить о том, что институтом разработан проект «Адресная методическая поддержка школ в достижении предметных результатов по учебным предметам», основная цель которого – это устранение профессиональных дефицитов учителей школ с низкими результатами прохождения контрольно-оценочных процедур и совершенствование профессионально-педагогических компетенций всех педагогических работников общеобразовательных организаций. Нами разработано 27 модулей программы. 13 модулей прошли апробацию в 2017 году, еще 6 модулей в 2018 году. В октябре-декабре 2017 года 232 слушателя прошли обучение по этой программе. В первом полугодии 2018 года 120 слушателей и еще 187 слушателей во втором полугодии 2018 года. Но, к сожалению, мы должны отметить, что не все школы-участники проекта «Эффективная школа» приняли участие в реализации вот этих вот адресных методических программ. Очень рекомендую всем включиться в эти программы. Скоро мы будем запускать программу повышения квалификации в рамках нового проекта 2019 года по поддержке школ с низкими результатами, и адресные программы по учебным предметам мы в рамках этого проекта будем реализовывать. Обучение, скорее всего, для участников проекта будет бесплатным. Обязательно включайтесь, коллеги, в эти курсы. В реализации курсов принимают участие председатели экспертных комиссий ОГЭ и ЕГЭ, эксперты, которые проверяют вот эти вот итоговые работы, преподаватели вуза, представители Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, а также педагоги практики. То есть, если есть возможность, обязательно, пожалуйста, включайтесь. По русскому языку модули достижения предметных результатов по русскому языку, трудные аспекты русского языка, типичные ошибки в методиках профилактики, организация системной подготовки обучающихся к успешному написанию сочинения и способы формирования и оценки грамотности чтения и письменной речи школьников. По литературе это модули организации системной подготовки к успешному написанию сочинения, методы и технологии создания связанного письменного текста на основе анализа литературного произведения. И по всем другим предметам, которые выходят на ЕГЭ, это модули достижения предметных результатов по учебному предмету, типичные ошибки, методика и профилактики, трудные аспекты конкретного учебного предмета, организация системной подготовки обучающихся к выполнению заданий с развернутым ответом по тем предметам, где подобные задания существуют, и технологии и методы решения задач повышенной сложности. То есть вот все эти модули мы предлагаем в наших программах по адресной методической поддержке. И, конечно, институт формирует образовательный контент для всех категорий педагогических работников, не только для участников наших проектов. Это более 50 программ повышения квалификации, 8 программ профессиональной переподготовки. Это семинары, вебинары, которые располагаются в видеозале на нашем сайте. Это возможность участия в профессиональных конкурсах. Это работа в республиканских методических объединениях педагогов. И, конечно, это возможности информального образования через наставничество, менторинг, коучинг и просветительские проекты. Сегодня мы предлагаем для каждого педагога выбрать, разработать свой собственный индивидуальный образовательный маршрут. Ну, вот здесь представлен вариант для учителя математики. Проходит входное тестирование на сервисе диагностики профдефицитов. Затем педагог выбирает для себя программу на нашем сайте, записывается на программу, переходит на дистант и формирует свою индивидуальную образовательную траекторию, обучается именно на тех курсах, которые ему необходимы. Итак, мы прошли в 2018 году через те 8 этапов, о которых я говорила в проекте «Эффективная школа». Каковы же наши основные результаты? Мы проанализировали анкеты, которые были представлены школами по итогам проекта, и здесь представлены только те результаты, которые связаны именно с результатами по ОГЭ и ЕГЭ. Мы видим, что во многих школах есть значительное повышение средних баллов. Например, по русскому языку средний балл ЕГЭ значительно возрос в средней общеобразовательной школе села Петрунь, в средней общеобразовательной школе номер 31 города Сыктывкара значительная динамика. Хотя, конечно, еще до среднего балла по республике не доросли, но внутри школы это очень хороший скачок, да, с 56 до 64 баллов. Кадетская средняя общеобразовательная школа села Коровий ручей Устилимского района. Также мы видим динамику среднего балла по русскому языку. Ну, конечно, тоже пока еще до средних результатов по республике не дотягиваем, но, тем не менее, положительная динамика существует. Это, конечно, большая заслуга коллектива школы. Средняя общеобразовательная школа Приуральский Троицко-Печорского района с 55 до 68 средний балл возрос, да, преодолели порог
средние баллы по республике. Муниципальный бюджетом общеобразовательных учреждений средняя общеобразовательная школа Шошка Клинш-Подгузского района тоже видим значительную динамику, очень существенно. Да, 56 баллов было, 77 баллов стало. Хороший скачок, хороший рост. По математике тоже очень хороший рост с 3,3 до 4 баллов. И также хочется отметить среднюю общеобразовательную школу номер 2 города Усинска. Тоже значительная динамика среднего балла по русскому языку с 55 до 67 баллов. Также значительное число общеобразовательных организаций, 61%, продемонстрировало рост средних баллов ОГЭ по математике и русскому языку. По всем 4 показателям, и по ОГЭ, и по ЕГЭ, по математике, и по русскому языку, 4% образовательных организаций, участников проекта 2018 года, продемонстрировали. Это средняя общеобразовательная школа номер 31 города Сыктывкара, это средняя общеобразовательная школа номер 2 города Усинска, средняя школа номер 28 города Сыктывкара и средняя общеобразовательная школа номер 20 города Сыктывкара. Здесь мы видим значительное повышение по показателям. Основными перспективными направлениями в 2019 году будут следующие. Это совершенствование системы образования в школах с низкими результатами, позволяющее приближать показатели качества образования к ориентиру обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования. Это совершенствование процедуры идентификации школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Это реализация разработанных школьных и муниципальных программ перевода школ с низкими результатами обучения школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим функционирования. Это реализация системы грантовой поддержки школ с низкими результатами обучения школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Совершенствование системы консультационной и методической поддержки управленческих и педагогических кадров школ с низкими результатами обучения школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Это совершенствование системы сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества и результатов обучения и совершенствование государственного общественного управления в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Вот таковы основные направления, которые мы планируем реализовывать в 2019 году. А сейчас к нам подключаются наши школы-лидеры. Сороковая школа Воркуты. Добрый день, уважаемые участники межрегионального семинара. Позвольте, я представлюсь. Меня зовут Туринбеков Радик Хамитович. Я являюсь учителем истории и обществознания школы номер 40, школы лидера по проекту «Эффективная школа». Ну и тема моего сегодняшнего выступления звучит как тьюторская поддержка школы лидера в школах с низким результатом обучения и школ их функционирования в неблагоприятных социальных условиях. В первую очередь, позвольте мне от лица нашей команды, команды номер 1, поблагодарить организаторов грантового конкурса для участников мероприятий по повышению качества образования в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях путем реализации проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации на территории Республики Коми. Нам приятно, что нашу работу, точнее работу нашей команды, так высоко оценили. И мы также прекрасно понимаем, что груз ответственности на нас увеличивается в разы. На самом деле, окунувшись в проект «Эффективная школа», мы действительно, создав сетевое сообщество, начали взаимодействовать как один общий механизм единой системы повышения качества образования. В октябре мы представили наши разработки и апробации типовых управленческих решений по обеспечению перехода школ в эффективный режим функционирования и развития. На школьных педагогических советах рассмотрели различные разработки и апробации типовых комплексных моделей учительского роста педагогических работников школ, функционирующих в сложных социальных условиях. Сформировали собственные методические и технологические разработки внедрения и сопровождения комплексной модели учительского роста, в том числе через поддержку канбан педагогических работников.
С 29 октября педагоги из двух образовательных организаций нашей команды, это школа номер 43 города Воркуты и школа номер 8 города Инты, стали слушателями 7 курсов повышения квалификации для участников проекта «Эффективная школа», организованными КРИРУ ЭПК в городе Сыктывкаре. А более того, руководители образовательных организаций вместе со своими управленческими командами в ноябре-декабре месяце этого года также запланировали прохождение дистанционного курса «Проектное управление профессиональным ростом педагога» от Академии просвещения. Более того, Ирина Борисовна, директор школы номер 8 города Инты, уже прошла очные курсы управления в сфере образования. Управленческие курсы запланировал и Андрей Федорович, директор школы села Петрунь. Все педагоги нашей команды приняли участие во всероссийском тестировании педагогов 2018 на портале «Единый урок». Данное диагностическое мероприятие позволило определить уровень профессиональной компетентности педагогов и сделать соответствующие выводы. Данные об участниках внесены в автоматизированную распределительную информационную систему мониторинга образования Республики Коми. А если говорить об осуществлении тьюторской поддержки команды педагогических работников школ, то здесь стоит отметить, что мы не обходимся без помощи и поддержки Управления образования администрации муниципального образования городского округа Воркута и Воркутинского дома учителя. Пользуясь случаем, хочу публично на всю республику от лица команды 1 поблагодарить представителей Управления образования города Воркуты, Воркутинского дома учителя и отдела образования города Инты за консультации, оказание организационной, методической и информационной помощи в реализации программы «Эффективная школа». Благодаря их поддержке и организации таких мероприятий, как форум «Надежной школе надежного учителя», единого дня погружения в формирующее оценивание и оценивание для обучения, нами, согласно плану программных мероприятий по переходу в школу в эффективный режим деятельности, на дистанционной платформе «Мобильный методист» представлен опыт педагогов школы «Лидера» и школы номер 43 города Воркуты по темам использования результатов оценочных процедур в деятельности учителя, где мы включили влияние уровня освоения образовательных программ, коррекция образовательного процесса и содержания программ, инструментарий учителя для восполнения дефицитов знаний и навыков обучающихся, методическая компетентность, а также внедрение ресурсов информационно-образовательного портала «Российская электронная школа» в образовательную деятельность, анализ возможностей РЭШ для достижения образовательных результатов урочной и внеурочной деятельности обучающихся. Таким образом, уважаемые коллеги, несмотря на то, что мы, школы-участники, отдалены друг от друга, но современные технологии позволяют нам поддерживать межмуниципальные сетевые взаимоотношения. Принципы тьюторского сопровождения профессиональной деятельности педагогов и сетевого взаимодействия в методической поддержке педагогов, как вы видите, находятся в отношениях взаимосвязи, взаимозависимости и взаимодополняемости с общими и частными принципами методической поддержки учителей в школах команды номер 1. Спасибо за внимание. Спасибо. Мы благодарим команду школы номер 1 и действительно хотим показать, что на платформе «Мобильный методист» эта команда представила очень много материалов, которые можно взять в качестве образца сопровождения проекта. На платформу «Мобильный методист» мы с вами можем выйти через сайт Коми Республиканского института развития образования, раздел «Проекты», проект «Эффективная школа». Вот красненьким выделен «Мобильный методист». Адрес площадки metod.kriru.ru. И здесь представлены материалы школьных команд. Вот команда 1, Воркута и Инта. Выложили здесь очень много методических материалов, которые могут быть использованы не только участниками проекта «Эффективная школа», но и всеми другими образовательными организациями республики. В открытом доступе материалы опубликованы. Уважаемые коллеги, рекомендую к ним обратиться. А мы приглашаем к выступлению
среднюю общеобразовательную школу номер 4 города Усинска. Герасимова Любовь Степановна, учитель русского языка и литературы, ответственная за проект в этой школе. Добрый день, участники стратегической конференции «Образование 21 века. Инновации, преобразование, развитие». Вас приветствует один из участников проекта «Эффективная школа», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, школа номер 4 с углубленным изучением отдельных предметов города Усинска. По результатам независимого мониторинга и участия в пилотной площадке по введению ФГОС нашу школу выдвинули школой лидером команды номер 8, в которой вошли 4 школы. Школа деревни Денисовка и 3 городских. Вторая школа города Усинска, 4-я и 49-я города Печоры. Представители нашей школы были включены в разработку проекта по реализации мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных условиях. Заочно познакомились со школами, изучив программу повышения их качества, нам необходимо было наладить сетевое взаимодействие между представителями школ, участников проекта. Благодаря сетевому взаимодействию осуществлялся прямой контакт участников друг с другом. Выстраивались возможные пути движения при общности внешней цели. Обдумывался общий ресурс сети для нужд каждого конкретного участника. Во время первой онлайн-связи участники проекта приняли решение, что тьюторское сопровождение пойдет по 2 направлениям. Формирование системы работы по обобщению и передаче педагогического опыта и создание единого учебно-воспитательного пространства родители, дети, учителя. Участники должны были ознакомиться с апробированными в нашей школе педагогическими проектами и выбрать, какой педпроект или педпроекты они возьмут для реализации в своих школах. Поэтому во время разработки программы тьюторского сопровождения педагогическое партнерство были включены все пожелания участников проекта. Данная программа стала призером грантового конкурса для участников данного мероприятия и опубликована на сайте «Мобильный методист». Немного остановимся на программе. В основу данной программы вошла разработанная нашими методистами 5-летняя программа развития школы «Компетентность, выбор, успех», в которой включили педагогические проекты «Новой школе нового учителя», «Одаренный ребенок шагает к успеху» и «Педагогическое партнерство», направленные на повышение уровня компетентности учителя, его сопровождение педагогического роста, разработка мероприятий по раскрытию и реализации творческого потенциала одаренных детей, а также план мероприятий с учащимися группы риска, психолого-педагогическое и правовое просвещение родителей и консультации в рамках самообразования, а также консалтинговое сопровождение по вопросам возрастной психологии и физиологии ребенка. После публикации программы была запланирована встреча, на которой состояла задача сформировать межмуниципальную систему методического сопровождения учителей школ участников проекта. Итогом совместной работы стала онлайн-доска Padlet, на которой были зарегистрированы все участники нашей команды. Такое сетевое взаимодействие несло несколько задач. Во-первых, дать возможность ознакомиться с представленным материалом всем учителям школ-участников, так как доска прикреплена к сайту каждой школы. Во-вторых, любой учитель не только может поделиться своим педагогическим опытом, но и изучить новые приемы и методы, представленные школой лидером на своем виртуальном лектории. И в-третьих, данные школы были ознакомлены с еще одним из приемов современной информационно-коммуникативной технологии. Особенностью этой онлайн-доски Padlet является то, что ее можно использовать бесплатно. Есть специально разработанный приемный план для школ. Пользоваться доской очень легко, а возможности для применения ее в обучении огромны.
Представлены более 16 пунктов использования доски Padlet на уроках и во внеурочной деятельности. Впервые применение доски онлайн в учебных заведениях мы узнали во время участия во всероссийском онлайн-семинаре «Цифровая школа. Новые компетенции учителя». Ее активно применяют в московских и петербургских школах. Многие учителя нашей школы в своих проектах тоже стали использовать данную программу. Поэтому применение доски Padlet стало наиболее эффективным приемом для передачи информации, обмена опытом и педагогическим отчетом о проделанной работе. На слайде представлены 3 доски, остановимся подробно на каждой. На первой был семинар для педагогов, участников проекта. Организация образовательного процесса в начальной школе через интерактивные методы обучения. Видеоматериалы мастер-классов были направлены на сайты школ-участников. Здесь мы видим оценку качества проведенных мероприятий в рамках стажировочной площадки. До 100% актуальность, перспективность, полезность. Так, мы благодарим наших коллег из школы номер 1 Выльгородской за участие в работе нашей площадки. И, да, на платформе тоже выложены материалы, но не так много. Здравствуйте, уважаемые. Да, да. Вот у них рабочая тетрадь очень интересно разработана, они готовы ею поделиться со всеми участниками нашего проекта. Сегодня очень хотела присутствовать на нашем мероприятии Ольга Николаевна Рябова из гимназии номер 1 города Сыктывкара, представить опыт работы. Но, к сожалению, прийти не смогла, презентацию нам прислала, и сейчас мы с вами ее тоже пролистаем. Пока у нас загружается презентация, мне бы хотелось сказать несколько слов о том, что у нас произошли определенные кадровые изменения в нашем институте, и Центр сопровождения научно-методических проектов и программ в области образования, в этот центр пришли новые сотрудники. Вот один из сотрудников, который будет сопровождать проект «Эффективная школа», Анастасия Вячеславовна Орешникова. В камеру, пожалуйста, улыбнитесь. Вы с ней уже взаимодействовали в рамках участия в работе нашей площадки. И дальше непосредственно с Анастасией Вячеславовной мы будем организовывать работу по проекту «Эффективная школа» в 2019 году. Давайте посмотрим презентацию гимназии номер 1 города Сыктывкара. Здесь без звука, да, просто я поясню, что представлено. Здесь представлен перечень локальных актов, которые регламентируют деятельность образовательной организации в ходе реализации проекта, приказы, положения. В 2018 году гимназия была включена в республиканский проект в качестве школы-лидера. Была разработана программа тьюторского сопровождения школ с низкими результатами обучения школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на территории Республики Коми. 15 мая 2018 года организована методическая, спонсорская, партнерская поддержка субъектов инновационного процесса в рамках проекта «Эффективная школа». Организовано распространение опыта работы, в том числе по контрольно-оценочной деятельности. Проведена была двухчасовая рабочая встреча с представителями средней школы номер 20 города Сыктывкара. Все участники проекта принимали участие в международном семинаре «Эффективный учитель для эффективной школы». И Ольга Николаевна выступала с презентацией опыта по реализации проекта. И в рамках международного семинара была организована встреча с представителями школ участников проекта 15, 20, 31 школы и обмен опытом работы. Заключены партнерские соглашения о сотрудничестве внутри школьной команды. В сентябре прошла рабочая встреча с заместителем директора по воспитательной работе школы номер 31 по документации, по составлению программы воспитания и социализации, по совместным мероприятиям. В октябре руководитель проекта выступила на межрегиональной онлайн-конференции в Институте развития образования по теме «Опыт участия школы-лидера гимназия номер 1 города Сыктывкара в проекте «Эффективная школа». Очень интересное содержательное выступление было Ольгой Николаевной представлено. И видеозаписи вот всех этих наших мероприятий, они также есть в видеозале на сайте Института развития образования.
12 октября прошел благотворительный концерт для детей-инвалидов Ижевского района в рамках межшкольного проекта и реализации детской инициативы РДШ. Учащиеся школы номер 31, школа участника, выступили с концертным номером. Фотография, иллюстрирующая данное мероприятие. Учитель английского языка гимназии номер 1 Мельчакова оказала методическую помощь учителю английского языка школы номер 31. Была проведена рабочая встреча и открытый урок с его последующим анализом. Учителя начальных классов гимназии Богданова и Юркина провели мастер-класс для учителей школы номер 31 по теме проектной задачи в начальной школе в условиях внедрения ПГУС. Видим, да, очень активное взаимодействие именно со школой 31 в рамках этой школьной команды получилось выстроить. Команды школ номер 15, 20, 30 и гимназии номер 1 приняли участие в грантовом конкурсе, заняли 3-е место, и средства были распределены в равных долях между 4 образовательными организациями, направлены на улучшение материально-технической базы. Вот такой диплом команда получила. И здесь пожелание институту дальнейших успехов, ну и, конечно, всем нам с вами дальнейших успехов в реализации нашего проекта «Эффективная школа» на территории Республики Коми. Уважаемые коллеги, если у вас есть какие-то вопросы, еще пожелания, замечания, вы можете их высказать. Еще раз напоминаю, что в ближайшее время нами будет направлено в муниципальные органы управления образования письмо с предложением включить те или иные школы в число школ участников проекта. А школам-лидерам проекта 2018 года мы бы хотели предложить продолжить эту работу и на протяжении 2019 года. Возможно, есть какие-то образовательные организации, которые хотели бы тоже включиться в этот проект, не только как школы-участники, но и как школы-лидеры. Конечно, эти предложения мы тоже с удовольствием рассмотрим, обсудим. Мы пока как участники. Да, вот у нас, уважаемые коллеги, в студии уже есть заявка на участие от школы номер 3 города Печоры. Мы ее обязательно рассмотрим и, я думаю, скорее всего, положительное решение примем, да, потому что вы хотите в этом проекте участвовать, и такое желание, оно, конечно же, приветствуется. Можно вопрос тогда на уточнение? То есть это чисто по желанию сейчас будет идти? Или все-таки институт опять обратит внимание на анализ внешних оценочных процедур ОБ, ЕГЭ, ВПР? Да, мы прежде всего вот в нашем письме, которое мы будем направлять в управление образованием, мы отразим именно те школы, которые вот по этим внешним оценочным процедурам наиболее низкий результат. Да. Дополнительно еще по желанию. Школы-лидеры. В 2018 году в число школ-лидеров вошли те школы, которые являются нашими региональными инновационными площадками республиканскими, да, которые являются стажировочными площадками, те школы, с которыми выстроено у нас определенное уже взаимодействие, то есть те, которые уже себя проявили определенным образом на уровне республики. Поэтому вот именно эти школы, они вошли в число школ-лидеров. Если у вас есть какие-то еще пожелания, да, если вы хотите войти в число школ-лидеров, вы тоже можете направить нам заявку, обосновать вот свои возможности, да, в том числе и вот возможность такой организации такой тьюторской поддержки школ-участников проекта, да, оказания какой-то методической помощи. Если у вас действительно вы чувствуете в себе такой потенциал, конечно, мы ваше предложение тоже можем рассмотреть. Можно еще предложение? Ну, если вот, как я вот сказала, что у нас проблема все-таки наводнения, да, команда, она не сработала, может быть, примите наши предложения, что вот ближайших районов школы с низким результатом все-таки рассматривать или Выборгская школа, да, вот, ближе, да, или непосредственно школы города Секретаря, где действительно опытно работа по данным направлениям может конкретно. Хорошо, да, тоже это предложение мы с вами будем рассматривать. В 2018 году мы, когда формировали вот эти вот наши межмуниципальные сетевые сообщества, мы за основу брали возможность такого территориального взаимодействия. Конечно, одна школа-лидер в Сыктывкаре не сможет все близлежащие районы охватить, да, но, возможно, если будет у нас 2 школы лидеров в Сыктывкаре, либо вот к Выльдорту, может быть, действительно вас прикрепим. Еще, уважаемые коллеги, есть ли вопросы? Спасибо всем участникам нашей стратегической площадки, дискуссионной площадки. Желаем вам успешного взаимодействия в рамках нового проекта «Эффективная школа» в 2019 году.
И, конечно же, мы окажем всемирную поддержку тем школам, которые примут участие в этом проекте. Спасибо. На этом мы нашу трансляцию завершаем. Далее в этой аудитории у нас будет методический коворкинг. Здесь будут рассматриваться вопросы, связанные с учетно-методическим обеспечением представителей издательства. Открытие музея. Вы здесь проветрите пока аудиторию ненадолго. Хорошо? Методический коворкинг рассказывает, наверное, просвещение, да? Где вам вызвонили, да? Сейчас я уточню, что и спасибо, что мне позвонили. Это информация. Сейчас это задам. Это, конечно, не будет, душа засилия, сейчас очень много. Я уже запишла здесь очень холодно. Как он берет, может попробовать, но понравится нет. Я уже как положила. А вдруг не понравится? Со Светланой Васильевной, да, мы работали. Мы социальные районы. Для управления образованием. Поэтому я про первомайскую школу, я попробую прийти, не знаю, что это поступило месяц. Но на первомайскую школу слышала, она с низкими результатами. Ну, вот такие вот услышали, да, я поняла, очень много, что работа, вот на базе города тоже я знаю, что у них работает. Ну, вот, даже
Да. Подождите, что значит извините? Мне сейчас сообщают, что... Хорошо. А что? Понятно. А я не знаю, что сказать, не знаю, что у вас. Хорошо, посидишь. Закроем? Да, я думаю, что закроем. Будет так прохладно. Хорошо,
открыли, молодцы, а то как-то прохладно. Галина Петровна, наверное, можно сбросить, чтобы потом уже не задерживаться. Да. Просто как-то нужно теперь определиться, потому что я сбросила. Я так думаю, что у нас каждый выступающий, да, будет, наверное, откуда. Я же здесь посижу. А, нет, а куда? Ну, где-то оно должно быть. Так не может быть. Да. Нет? Вот, пожалуйста. Так не может Все быть, же чтоб есть. совсем всё, что есть. Если какая-то будет информация, ну, там, для слушателей или что, да, можно ее оставить. Так я оставлю на рабочем столе, потому что надо. Коллеги, мы вот находимся в музее. Если кто-то был на представлении, то вот у нас музей создается учительством Республики Коми. И если у вас есть интересная школьная информация, да, которую можно или хотелось бы в этот музей предоставить, что такого республиканского будет, он будет интерактивным. В ближайшем будущем можно будет, ну, как это во всех музеях принято, сама можно подойти, подключиться и управлять. Пока только экспозиция в плане, ну, вот вы видите в процессе создания, да, но тем не менее вот уже часть представляли, открывали. Какие-то знакомые лица, может быть, вы их видели уже. Так что можно посмотреть это все, познакомиться. И потом более подробно уже будет эта экспозиция представлена. И я думаю, что ссылки вы получите. Да, конечно. Вы можете пока регистрироваться, коллеги, да? Для того, чтобы мы потом могли оперативно сработать по поводу ваших разных сертификатов. И можно пригласить один наш еще коллеги. А, еще у нас есть
Коллеги, вот у меня такое объявление перед тем, как мы все это начнем. Дело в том, что предполагалась изначально видеосъемка, но я попросила не снимать, дабы вы могли задать разные вопросы, которые вас волнуют. Вы сами понимаете, если бы была видеосъемка, вас, может быть, бы смутили какие-то моменты. Еще раз, да, не предполагается видеосъемка, фотосъемка будет, если кому-то для отчетности нужно, чтобы вы профигурировали, но я призываю задавать все-таки вопросы, которые действительно вас волнуют, которые вас привели сюда, и вы, пожалуйста, не переживайте, что это каким-то образом в том числе даже для служебного пользования съемка не предполагается. Предполагается открытая дискуссия и, естественно, дискуссия на волнующие вас темы. И прошу прощения, если мы чуть-чуть буквально задержим, но пока еще время позволяет, никак не закончится предыдущая площадка и часть наших выступающих на предыдущей площадке. Мы всячески уже сигнализируем с тем, что мы ждем наших выступающих, нам тоже не хочется ни вас задерживать, да, ни нас. И в том числе, коллеги, здесь все учебные линии, все предметные линии, поэтому вы, пожалуйста, не переживайте, что какой-то учебный предмет останется вне поля освещения. Именно те вопросы, которые касаются учебных линий, да, местных линий, пожалуйста, уже заранее подготовить, смотреть вживаться. Я чуть как-то переживаю, потому что да, я сейчас еще раз, мне уже неудобно, я уже всячески сигнализировала тем, что я недовольна, что нас задерживают. Да, дело в том, что взаимосвязанные, мы как-то больше в содержательной линии хотим, да, посвятить сегодняшнюю дискуссию, а сейчас библиотекари обсуждают проблему закона. Вы понимаете, вопросы взаимосвязаны. То, что произошло с нашим федеральным перечнем, как вызывает теперь дополнительный вопрос. Мы еще не начали, так что вы не переживайте, устраивайтесь, как вам удобно. И я рада, что наше сообщество собирается на эту дискуссионную площадку. А вы понимаете, что коворкинг предполагает свободную, да, дискуссию. Это все-таки в плане как раз тех проблем, которые нас волнуют. И попытка увидеть вот эту проблемную зону с различных позиций. Сигнализировали, да? Сигнализировали. В виртуальной реальности были. Не в виртуальной реальности. Так что дело в том, что еще нужно дать время подготовиться. И как меня вот это несколько волнует вопрос, потому что никого не хочется задерживать. Скорее всего, все после работы, да. Библиотека там глубоко погружение в новую информационную систему. Много, да. Там очень много вопросов, система отлаживается. Ну, это вопросы решаются. Учителям, конечно, не столько, нас больше содержательные моменты беспокоят, моменты преемственности в этих содержательных линиях. То есть я пытаюсь уже обозначить каким-то образом то поле дискуссионное, в рамках которого мы сегодня будем работать. Поэтому, уважаемые коллеги, я надеюсь, мы все понимаем, что вопросы будут касаться как раз той проблематики, которая связана с новым федеральным перечнем. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы вас с нетерпением ждем. Да, я думаю, вы как-то со своим тогда попробуйте подключаться. Анна Александровна, мы вас тоже ждем. Да, если вы хотите, вы можете подготовиться.
Александровна. Екатерина Александровна сейчас, если кто-то не услышал, я просто продублирую. Она обозначит информацию, которую у нее много. И если вам необходимо, она, да, вот вам ее оставит, сбросит. Коллеги, в любом случае презентация останется у вас здесь на компьютере, да? Я думаю, что если что, просто дополнительно у меня на компьютере есть информация, то есть это оглавление измененное учебников, да, там основные истории обществознания. Дополнительно Тоже добавлю. И как мы это будем делать? И как, да, в каком формате дискуссии вы можете сначала представить некую такую проблематику, а потом мы дадим возможность обсудить нашим коллегам и задать вопросы, которые их беспокоят. Я еще не вижу Виктора. Сейчас я ее Людмила Викторовна, да. Просто я так отслеживаю, кто у нас сегодня должен быть. Коллеги, ну вот такая техническая по заполнению. Поскольку предполагается электронный сертификат участника, вы упорно не указываете электронный адрес. Вопрос мы на деревню дедушки будем вас. Коллеги, пожалуйста, укажите, я еще раз запускаю. Электронный адрес мы собираем для того, чтобы, ну и не столько для того, чтобы вам потом информационные письма закидывать, сколько как раз для того, чтобы и вы могли иметь полную возможность получить тот сертификат участника, который предполагается по окончании нашего мероприятия. Это электронный вид. Если вас будет что-то беспокоить, вы можете задать вопросы, в том числе на кафедру общего образования, поскольку я заведующий кафедрой общего образования. Меня зовут Татьяна Дмитриевна Поликарпова. Меня, в принципе, можно найти по фамилии на сайте кафедры общего образования. В любом случае, у нас очень простой электронный адрес. 3 буквы КОО, кафедра общего образования латиницы, естественно, по начальным буквам. @krio.ru. Можно задать вопросы Анне Александровне Бизаевой. Я думаю, члены республиканских методических объединений уже имеют, да, электронный адрес Анны Александровны, она с ними тесно взаимодействует. В любом случае, легко найти и задать вопросы. Поэтому, уважаемые коллеги, если у кого-то какие-то после нашей встречи возникнут предложения, вопросы, кто-то столкнется с какими-то сложностями в получении документов, пожалуйста, не волнуйтесь, мы все возможные проблемы разрешим и сделаем как можно лучше. Уважаемые коллеги, ну и я объявляю о начале нашей дискуссионной площадки, о начале работы нашей дискуссионной площадки. И хотелось бы сразу еще раз, да, обратить внимание на ту проблематику, в рамках которой мы сегодня будем работать. Мы будем обсуждать содержательные линии нового федерального перечня учебников, который был утвержден 28 декабря 2018 года. Ну и, к сожалению, этот новый федеральный перечень вызывает достаточно много вопросов, и я вижу, что собралось большое количество неравнодушных людей, которых действительно волнуют вопросы как раз преемственности, возможности, да, взаимозамены одних учебников с другими, и к чему, как, зачем и что это приводит. Уважаемые коллеги, и я с удовольствием предоставляю, наверное, представлю сначала наших коллег.
Екатерина Александровна, представитель издательства «Просвещение». Вы сразу стараетесь, да, уже издательством. Екатерина Александровна. Это так, чтобы задавать вопросы. А дальше презентация, все регалии их будут. Галина Петровна. Галина Петровна, издательство «Русское слово». Анна Александровна, корпорация «Российский учебник». Вот кто дрова, винтонограф, это вот все корпорацию «Российский учебник». Астрель, у нас просто Астрель навряд ли представлен в Республике Коми, поэтому я пытаюсь обозначить как раз те издательства, на которые люди реагируют обычно. Да. Астрель по начальной школе представлен. Да. Астрель представлен, и тоже Галина Александровна. И Людмила Викторовна Вино. И Людмила Викторовна, да, будет, наверное, нас знакомить с очень интересными сегодня моментами, которые, с одной стороны, нас положительно порадовали, с другой стороны, мы посмотрим, как с этим взаимодействовать в будущем. Уважаемые коллеги, ну, вы сами, наверное, уже распределились, будет такая затравочка, а дальше мы будем представителям задавать вопросы и обсуждать. Согласны? Замечательно. Екатерина Александровна, видимо, да, как всегда нам образует. По-моему, да. Уважаемые коллеги, здравствуйте, еще раз представлюсь. Меня зовут Пикалева Екатерина Александровна, я региональный издательство «Просвещение». Вы знаете, у меня презентация очень большая и объемная, да, она максимально в себя все содержит, но давайте сделаем так. Эту презентацию просто мы как скелет, что я по ней пойду, да, буду останавливаться на наиболее сложных вопросах, хорошо, без углублений вот таких, без ненужных углублений. Презентация у вас останется. Татьяна Дмитриевна, если что, вам ее передаст. Вы мне сможете задать, если нужно, вопросы, да. Давайте, да, приступим, потому что сегодня у нас такая работа напряженная, да. Показывает, что такое система безопасности. Внешнее содержимое для этого сеанса. Хорошо. Или отмены, или отмены. Сейчас все заработаем. Да, я и говорю, что это не проблема. Я в этой аудитории, кстати, уже выступала. Да. Ну, теперь осталось, чтобы листать. Да? Коллеги, ну давайте с вами, да, для начала стандартный такой слайд, да, нормативно-правовые основания, да, для обеспечения фонда учебной литературы. Вот на что помним, на что мы с вами будем ссылаться, когда мы выбираем учебники, когда мы комплектуем фонд. Среди вас есть библиотекари? Есть. Хорошо. Когда мы комплектуем фонд, да, мы помним, что мы живем в соответствии с ФЗ-273, это наш с вами закон об образовании, опираясь на федеральные государственные образовательные стандарты, да, начального общего, основного общего, среднего общего образования. Комплектуем мы учебники, да, из федерального перечня учебников. Учебником может называться только то, что есть в федеральном перечне учебников. И тут у нас с вами была какая ситуация, в которой мы с вами жили последние годы. В 2014 году был принят предыдущий федеральный перечень учебников, 253 приказ, все мы его помним, всем с ним очень хорошо знакомы, 5 лет по нему жили, ждали, что сменится раньше, но просто входили изменения в федеральный перечень, в тот действующий. Но 28 декабря, как мы все с вами помним, и то, почему мы с вами сегодня все здесь собрались, да, Министерство просвещения уже Российской Федерации приняло и опубликовало приказ номер 345 о федеральном перечне учебников. И с этого времени у нас стал действовать новый федеральный перечень учебников. Мы помним, что по ВГОСам мы можем в образовательном процессе использовать учебные пособия, в том числе, да, как мы определяем, что такое учебное пособие, мы помним, что есть приказ Министерства образования и науки Российской Федерации номер 699
от 9 июня 2016 года. Это приказ об утверждении перечня издательств, допущенных к выпуску учебных пособий. Соответственно, если издательство в этом перечне есть, то учебное пособие этого издательства мы можем использовать в своей образовательной деятельности. Приказ этот отличается от предыдущего, тоже уже был до этого у Министерства образования приказ по перечню организаций. Вот этот составлен по региональному принципу. Да, и вы там смотрите наш анбор Республики Коми, тоже точно так же есть. Вот, коллеги, ну и закупаемые учебники в соответствии с ФЗ-44, либо 223. Да, такой маленький момент. Давайте теперь посмотрим, да, на структуру федерального перечня учебников. Возросло и количество издательств, изменилось, понятно, да, изменилось количество линий в перечне, что-то ушло, что-то абсолютно новое впервые появилось в федеральном перечне учебников. И что для нас с вами отрадно, в том числе, что более чем в 2 раза увеличилось количество линий, реализующих право обучающихся на изучение родного языка и литературы на родном языке. Это я к чему? Это я плавно перехожу к структуре федерального перечня учебников. Смотрите, четко 3 части. Первая часть, она же первая цифра номера учебника в федеральном перечне, это учебники, рекомендуют к использованию при реализации обязательной части основной образовательной программы. Что мы с вами помним? Что обязательная часть образовательной программы по ВГОС у нас обязательно обеспечивается именно учебниками. Да? Помним. Статья 26 ВГОС основного общего, 27 среднего общего образования. Коллеги, вторая часть федерального перечня учебников тоже для нас с вами очень важная и любимая, да, рекомендуемая к использованию при реализации части, формируемой участниками образовательных отношений. И туда, в эту часть вошли и курсы по выбору, и учебники для образовательных организаций, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы. Почему так? Потому что по ВГОС у нас больше нет официально коррекционных школ, да, у нас теперь школа общеобразовательная, реализующая адаптивные программы. Поэтому эти учебники, они во второй части федерального перечня учебников. Да, ну и третья часть – это учебники, обеспечивающие учет региональных этнокультурных особенностей субъектов Российской Федерации. Это учебники наши языковые, да, на языках народов Российской Федерации. Какой еще очень-очень важный пункт? Это пункт 4 о том, что организация, осуществляющая образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе в течение 3 лет, коллеги, и вот тут это то самое изменение, да, которое произошло. Раньше нам давали 5, теперь 3 года, в течение 3 лет использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу настоящего приказа, да, учебники. Значит, у нас с вами есть 3 года на то, чтобы подготовиться, да, и потихонечку обновить фонд, перейти на новые линии. Тут какая задача стоит перед вами, перед руководителем общеобразовательной организации, перед библиотекарем, да, это постепенно составить вот такой как график замены фонда. Да. Ну, коллеги, нельзя не сказать об этом, и мы говорим об этом всегда, да, все учебники, которые вошли в федеральный перечень учебников, да, у издательства просвещения, были так или иначе переработаны, да, от 20 до 50%. С чем связано? Связано это где-то, это незначительная переработка, связана с изменением лицензирования лицензирование изображений, да, где-то это замена изображений, понятно, там не так страшно, какая разница, мальчик, сидящий был блондином или брюнетом, да, но также в соответствии с именно требованиями, которые предъявляются, да, к системе образования, подпримерные программы, были так или иначе изменены наши учебники. Мы сейчас готовим файл и обещали уже именно официальный файл с изменениями о том, с информацией о том, какие же изменения произошли в каждом конкретном учебнике издательства, да, то есть, допустим, где-то это методический аппарат, где-то новые темы, новая структура.
Да, ну и сразу для вас, да, такое, что мы всегда смотрим все равно на внешнее оформление, вы понимаете, что где-то там обложки поменялись. Теперь, коллеги, значок в ГОС с лицевой части обложки ушел. Почему? Потому что была необходимость на лицевой части обложки использовать здесь значочек в ГОС, да, тогда, когда у нас был вот этот переход с компонента на стандарт. И мы помним, что у нас учебники были там, да, одних этих же авторов могли быть где-то в школах по компоненту еще закуплены, где-то по стандарту. Сейчас уже все учебники, которые в перечне, уже в 2014 году уже все учебники в перечне были под ВГОС, да, они уже и так по ВГОС. Поэтому смысл на лицевой части обложки использовать этот значок ушел. Поэтому у нас теперь все равно сзади вам остался. На всякий случай, да, также тут сзади значок о том, что у учебника есть электронная форма учебников. Но опять же напоминаем, это обязательное требование Министерства тогда еще образования, теперь уже просвещения, да, о том, что все учебники, которые есть в федеральном перечне учебников, обязательно должны иметь электронную форму учебников. Поэтому понятно, что она есть. Теперь на лицевой стороне обложки у нас, видите, такая закладочка с нашим логотипом ИП, да, издательство просвещения. И на титульном листе, конечно же, будет написано, да, что издание 9, 5, переработанное, дополненное, измененное и так далее. Но это особенно вот важно библиотекарям обычно, да, такая информация. Так, про изменения сказала, про это сказала. Теперь давайте непосредственно перейдем к наполнению. Я так понимаю, что, скорее всего, большинство из вас уже ознакомилось с вебинарами издательства просвещения, посвященными федеральному перечню учебников, да? Ну, не совсем. Не совсем все, да? Но, тем не менее, вы, если что, можете посмотреть их в записи, потому что у нас сейчас идет серия вебинаров, в том числе наши руководители центров рассказывают о том, что конкретно изменилось в учебниках, как и так далее, да? На что еще обращаю ваше внимание? Возникли сложности с начальной школы очень у многих, потому что перечень, да, действительно он составлен из той логики, да, что, да, есть система, да, у нас также школа России перспектива осталась, однако вы выбираете в начальной школе точно так же учебники по линиям. Да? Но помним, коллеги, мы с вами должны соблюдать преемственность линий в плане того, что у нас в первом классе, если ребенок пошел по Канакиной, то во втором, когда он переходит во второй класс, он продолжает учиться по Канакиной, да, и так далее. Внутри каждого уровня изучения предмета у вас должна быть вот эта логика линейки выстроена. Вот. Коллеги, школа России перспектива, да, также были частично переработаны. Смотрите, в чем дело. Перспектива была существенно доработана, переработана. Связано это с тем, что это более молодой комплект. И тут это, конечно, уже в основном, ну, можно так сказать, что новые учебники. По школе России изменений меньше, да, и тут обращаю ваше внимание как раз на учебники окружающего мира, которые были как раз серьезно, существенно переработаны и в школе России, и в перспективе. Подробно ко мне вы сможете обратиться с вопросом, я вам расскажу, да, что именно было изменено, но сейчас не будем отнимать у других коллег также время для выступления. Иностранные языки, коллеги, мы с вами сейчас активно еще раз к этому вернемся, когда у нас второй иностранный будем обсуждать, да, также осталось, да, что у нас английский в фокусе, Быкова, Дули, Поспелова, сферы, это новая линеечка по английскому языку со 2 по 11 класс, звездный английский, это для классов с углубленным изучением иностранного языка, и Верещагина, хорошо вам знакомый комплект, также вот он есть. По немецкому база БИМ и база плюс углубленка вундеркинды плюс. То есть этот учебник вы можете использовать для изучения немецкого как основного, да, и если у вас базовое, и если у вас в школе планируется в дальнейшем изучение немецкого языка именно на углубленном уровне. Это новый комплект, очень современный. Французский язык. Базовый уровень, твой друг французский, если вы первый французский выбираете, и французский в перспективе, если у вас изучение французского на углубленном уровне. Испанский язык, в республике не представлен. Да,
Продолжаем по начальным классам. Обратили внимание все, наверное, да, что английский в фокусе в перечне теперь написано, да, разделен на две части. Да? Конечно же, сразу же вопросы, вот самые часто специально сделали слайд. В одном классе может использоваться с предыдущей версии. То есть здесь вариант до закупки в связи с изменением контингента, да, до класса с использованием совместных учебников тут возможен. Вот с окружающим миром, да, понятно, что этот вариант, к сожалению, не подходит нам. Что еще? Коллеги, я знаю, что в республике очень активно вы использовали УМК Кузовлева. Да? 2-4 класс в федеральный перечень не входит. Что мы вам тут можем предложить как издательство? Да? Ну, опять-таки, в соответствии с пунктом 4 приказа 345 мы помним, что в течение 3 лет мы можем использовать в образовательном процессе выбывшие из федерального, не вошедшие в федеральный перечень учебников комплект. Про планы нашего издательства по переработке. Да, действительно, мы планируем Кузовлева перерабатывать и вносить уже, получается, уже в следующий федеральный перечень учебников, устранять, да, все те замечания, которые были выявлены, да, ну и есть надежда о том, что все-таки он войдет в течение 3 лет, да, в следующий федеральный перечень. Коллеги, а вот с целью сохранения преемственности, и это относится, наверное, ко всем учебникам, которые не вошли в ныне действующий федеральный перечень, будут продолжать выпускаться в качестве учебных пособий. То есть Кузовлева, да, мы будем продолжать выпускать как учебное пособие. Коллеги, во все образовательные организации Республики Коми на портал «Открытое образование» тоже эта информация поступала и была там размещена. Мы выслали методические рекомендации по замене вышедших или не вошедших в федеральный перечень учебников учебников, да, УМК на те линии УМК, издательства просвещения, которые лучше методически подходят к тому или иному комплекту. Собственно, здесь, да, вам слайд оставила, что если все-таки не первый вариант, когда по 345 приказу пункту 4 вы 3 года продолжаете использовать комплект, не второй вариант в качестве дозакупки по учебной пособию вам не подходит, и все-таки решено, да, сменить комплект, то тут у вас с Кузовлева есть такой вариант перехода. Либо вот на этот новый комплекс сферы, да, Алексеев, Смирнова, Хайн, либо на альтернативу, наверное, ваши коллеги вам расскажут, да, о том, как работать с этим комплектом, английский фокус. Со своей стороны мы продолжаем оказывать методическую поддержку. Если есть необходимость, пожалуйста, вы обращайтесь, пишите максимально быстро. Наши специалисты будут реагировать, разрабатывать какие-то методические рекомендации, да, по запросу. Писать можно мне, да, и я буду пересылать. У нас есть редакция иностранных языков, там у меня где-то дальше. То есть Будут, в презентации контакты будут. Да, также по федеральному перечню учебников у нас есть электронная почта FPU, английскими буковками FPU, как и русская, собака.prof.ru. Вот, ну да, в таком варианте. Коллеги, немецкий как основной представлен в республике? Да. Да. Вместо кита. Да, смотрите, Бим Рыжова, да, хорошо вам знакомый комплект, или вот этот новый, Вундеркинды плюс, современный, да, Захарова, Цойнер. Новая абсолютно линия учебников, она со 2 по 11 класс, как первый иностранный для школ с углубленным, в том числе, изучением немецкого языка. Очень хороший комплект. Там есть очень интересные модули. Как всегда, сделан в логике, что мы готовим наши учебники по иностранным языкам. Ну, я думаю, это общераспространенная практика, да, когда учебник по иностранному языку готовится совместно с издательствами, собственно, носителями этого языка. Французский основной уже показывала, да, что углубленные есть и базовый уровень. Испанский не
Не представлен. Дальше, по физической культуре. Коллеги, вот все учебники в перечне, которые по физической культуре есть, они были существенно переработаны, доработаны. Связано это в связи с включением модулей по ГТО, да, в курс физической культуры. Понятно, что учебники претерпели изменения, ну, можно сказать, что абсолютно новые. Также, коллеги, значительная правка в учебниках Матвеева перспектива. Кто-нибудь идет по Матвееву? Нет. Но дело в Не том, вижу, что не слышу, я но не здесь... вижу здесь учителей физкультуры, да, физической культуры, поэтому здесь это в плане общей информации, потому что есть администрация, секторы, есть завучи, которых я вижу, да, и им, может быть, это интересно в плане общего, да, такого, и нам тоже интересно, потому что на самом деле все процесс взаимосвязанный, и как-то линии мы стараемся тоже поддерживать. Ну, смотрите, Матвеев, 34 класс, раньше шел это одной книгой, да, 3-4, в перечень входил именно в таком варианте. Теперь это отдельные учебники. Опять-таки, это тоже все связано с концепцией по физической культуре. Коллеги, что еще? Мы вам очень активно в Республике Коми показывали этот комплект. Татьяна Дмитриевна видела, есть в кабинете 1 класс. Да? Полностью комплект есть, если кому-то интересно. Да. Шахматы в школе вошел во комплект, во вторую часть федерального перечня учебников. Это часть, формируемая часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. Это значит что? Что если ваш директор школы скажет, что мы в начальной школе вводим шахматы, да, то вы знаете, что издательство «Просвещение» может вас обеспечить учебниками. Я знаю, что в республике курсы проходили по шахматам, мы старались, мы принимали участие, может быть, не во всех потоках, вот, но тем не менее, да, мы это делали. Коллеги, основы религиозных культур светской этики. У вас сейчас обновляется фонд по этим учебникам или уже был обновлен? У нас в процессе. В процессе. Постоянно все в процессе. У нас такая Да. республика. Коллеги, в прошлый раз вы приобретали учебники еще в том варианте по АРКСе, когда они были 4-5. Под тот вариант федерального, под тот вариант введения курса, который, помните, изначально, когда курс появился, да, предполагалось его введение во второй половине 4-го, первом полугодии 5 класса, да. Впоследствии были внесены изменения, решили, что ну а кто из педагогов будет это проводить, да, что дети могут после начальной школы менять школу и что будет. И поэтому, собственно, и было принято такое решение, да, что теперь ОРКСе, да, предмет у нас изучается конкретно, да, в 4 классе. Что могу сказать? Ну, знаете, на просвещение есть учебники в федеральном перечне. Еще в предыдущем они уже были под 4 класс. Четко в соответствии с этой программой, с этими требованиями, по всем модулям курса, которые могут выбрать наши родители. Да, это и православная культура, исламская, иудейская, буддийская, основы мировых религиозных культур и основы светской этики. Да, основы светской этики учебник Шимшориной. Я знаю, что Алла Ивановна тоже в республику приезжала, буквально вот где-то полгода назад, по-моему. Коллеги, здесь вам очень логично, удобно на слайдах, простите, оставлено прямо вот по линиям, которые идут в федеральном перечне. В первом разделе, да, русский, литература, история, попредметно, да, какие линии есть, видите обозначенные линии, которые новые. Да, их действительно много. Иностранный язык отдельно к нему вернемся. Да. Среднее и среднее общее образование. Также, да, и тут я отдельно на слайд вывела те самые элективные курсы, да, которые то, что из второй части, те, которые курсы вот по выбору. Да. Тут у нас появился Гуров дизайн. Туда перешло ОМК искусство. Да, 8-9, оно в перечне осталось во второй части. Там же появился новый учебник «Основа финансовой грамотности», совместно с Центробанком сделан, да, Чумаченко, Горяев авторы. Там же появился комплект «Мировая художественная культура», «Математика, наглядная геометрия», да, ко всему этому точно так же мы с вами еще раз вернемся.
Теперь давайте уже подробно, да, по предметам, что, скорее всего, заметили учителя русского языка и литературы, когда открыли новый федеральный перечень учебников, те, которые шли по Ладыжинской, Тарсенцовой, что в 8-9 классе теперь в перечне появились учебники Бархударова, и теперь линия выглядела, которая как в 8-9 классе вышли по учебникам Тарсенцовой, да, вам предлагается использовать учебники Бархударова. Тут у многих коллег возникла масса вопросов, а как переходить, а как быть, потому что, допустим, 8 класс Тарсенцову я уже купил, а 9 класс что дальше? Тут можно сказать о том, что Бархударов там последовательность тем и логика повествования идет так же, как в Тарсенцовой, да, поэтому мы можем совершенно спокойно любой вариант перехода использовать. То есть, если после 8 класса вам необходимо закупать учебники для 9, да, по русскому языку, и вы шли по этой линии, вы совершенно спокойно покупаете Бархударова на 9 класс, и это будет соблюдение линии, и все будет спокойный, плавный переход. Ну, учебники Бархударова мы вернули по многочисленным просьбам учителей. Там идет более традиционный подход к преподаванию синтаксиса, да, доступный очень язык изложения, и коллегам вот он больше нравился в качестве подготовки к итоговой аттестации. Да, коллеги, также в соответствии с требованием примерных программ мы перерабатывали и учебники по русскому, и по литературе, соответственно, обновленное содержание вам доступны, я их могу вам выслать также на слайдах, тут они есть, да, 5, 6, 7. Кстати, еще про Ладыжинскую, тут у нас поменялся и методический аппарат, да, а вот правила, да, допустим, уточнены, формулировки правил, они классический стандартный вид, да, учебника, к которому мы привыкли, и то же самое правило, как оно выглядит в обновленном учебнике. По поводу дозакупки до контингента, да, тут, к сожалению,